Скажи «р». Ну скажи, ну давай, это же не сложно, скажи «р». Ну я тебе чего-нибудь вкусненькое дам, а? Ну скажи, пожалуйста. А ну говори «р». Ой. Ура! Заговори. Ну скажи еще что-нибудь, а? Здравствуйте, ребята, привет, Зубок. Здравствуй, дорогая черепаха, здравствуй. А сама ты что, здороваться не собираешься? Ой, кто это? Это же я, Шуня. Здравствуй, Шуня. Так это ты тут рычала? Ага, но ты же сам просил. Эх ты, мышь серая. Я черепаху просила, не тебя. Мышь серая? Так вот ты как значит, да? Да, и вообще не мешай мне. Я хочу черепаху научить говорить. Черепаху? Да она лучше нас с тобой разговаривать может. Знаешь, какая она болтушка? Болтушка? Разговаривать? Да, разговаривать. Мы с ней как начнем разговаривать, так потом никак остановиться не можем. Остановиться не можете? А со мной не гугу. И на каком же вы языке с ней болтаете, а? На обычном, на черепашьем. На черепашьем? Да, только она говорит тихо-тихо. Ух ты, тихо. Шунечка, ну спроси ее по черепашьи, нравится ей у нас или нет, а? Сейчас. Да. Галимоли, цапли-капли, тенти-бенти, ай-лю-лю. Ой, ну что она говорит, а? Тише, не мешай. Говорит, что нравится. И нравится особенно одна замечательная мышка Шуня. То есть я. А про меня спроси, а? Ай-лемуры, кракикюле. Ну что она сказала, а? Она сказала... О, здравствуйте, здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте, Шунечка и Зубок. Здравствуйте, тетушка Матильда, здравствуйте. Ну говори, что про меня сказала черепаха, а? Нет, подождите, друзья мои. Кто сказал? Черепаха? Да, Шуня с ней на черепашьем языке разговаривает. Шуня ее спрашивает, а черепаха отвечает. Шуня говорит, что наша черепаха настоящая болтушка. Болтушка? И что же черепаха говорит о нашем зубке, а, Шунечка? Ну, что? Ну что, Зубок ей не очень нравится, потому что он дразнит одну замечательную мышку, мышь серая. Не нравлюсь совсем. Ой, не торопись расстраиваться, Зубок. Сейчас мы попросим Шунечку кое-что перевести на черепаший язык. Переведешь, Шунечка? Ну, попробую. Спроси, хорошо ли обманывать бедного зубка? Да я не хотела, так получилось. Ничего не понимаю, что происходит, а? Понимаешь, дорогой Зубок, так в мире устроено, что черепахи не умеют издавать никаких звуков. Они, можно сказать, немые. Немые? А еще устроено так, что все лгунишки когда-нибудь попадаются на своей лжи. Лгунишки. Да. Простите меня. Особенно ты, Зубок, прости. Я обманула тебя. Никакого черепашьего языка я не знаю. И с черепахой я никогда не разговаривала. Не разговаривала? Ура! Чему ты так радуешься, Зубок? Ну как же не радоваться? Значит, то, что я не нравлюсь черепахе, это неправда. А значит, я ей могу нравиться и даже очень. Это верно. Но правда то, что любая ложь обязательно когда-нибудь станет известной. Поэтому лучше никогда не обманывать. Ой, молодец, Шунечка, что ты это поняла. Ну, а ваша черепаха нуждается в любви и заботливом уходе. Я с ней уже подружился и буду за ней ухаживать. И я тоже. Отнеси ее в домик, Зубок. Ей пора спать. Впрочем, как и нашим ребятам. Хорошо, отнесу. До свидания, ребята. Спокойной ночи, мальчики и девочки. Всего вам доброго, друзья. Время чудес пролетело, спит Шишкин лес до утра. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора.
постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях.